Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия, генеральному директору Дома дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Республики Саха-Якутия Яне Викторовне Игнатьевой. Добрый день, уважаемые участники, гости 7-го фестиваля косторезного искусства народов России. Разрешите вас поздравить с открытием нашего фестиваля. Фестиваль в течение 14 лет проходит в нашей республике, в городе Якутске. И сегодня мы открываем 7-й фестиваль косторезного искусства с участием 13 регионов Российской Федерации и одного зарубежного гостя. Сегодня это уникальный фестиваль, где представлены все региональные традиционные школы Российской Федерации резьбы по кости. И Холмогорская, и Тобольская, и Уяленская, и Якутская, и Магаданская, и известные мастера в России, республики Бурятия, Тыва, Алтай, с Приморья, с Владивостока. Конечно, фестиваль сегодня собрал много участников. Это будет у нас как уникальное событие в нашем фестивале, где мы, поддержанные фондом президентских грантов, провели научно-практическую конференцию. Было очень много выступлений, около 30 выступлений. Вчера мы выработали нашу резолюцию, и сегодня, как председатель правительства Республики Саха-Якутия Солодов Владимир Викторович сказал, что наша резолюция будет обсуждаться на специальном совещании у председателя правительства Республики Саха-Якутия. Ну, значит, у нас будут перспективы, те вопросы, которые мы подняли, те вопросы, которые и сырья, и помещений, и других там, и брендирования изделий косторезного искусства будут продвигаться вперед. Мы хотим, чтобы резьба по кости, художественная резьба, стала визитной карточкой не только нашей республики, но и Российской Федерации. Желаем вам от имени нашей команды, от имени организаторов успеха и, конечно, чтобы наш фестиваль прошел хорошо, радостно, позитивно и, конечно, вызвал и восхищал своими прекрасными изделиями. Нашим мастерам желаем, чтобы они сделали уникальные работы для будущих поколений, которые, стали эталонными образцами музейных, не только музейных образцов, но, конечно, внесли свой определенный вклад в каждом регионе в развитии духовной и материальной культуры народов России. Спасибо.